Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Как вас чувствует загаданный мужчина? Что в его сердце к вам? Загадайте, пожалуйста, на мужчину, посмотрите на песочек. Представьте этого человека мысленно, либо вслух. Задайте такой вопрос. Мой милый дорогой, как ты меня чувствуешь? И что в твоем сердце по отношению ко мне? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, только самую нужную и полезную информацию. Давайте-ка посмотрим, как он вас чувствует, что в его сердце. Ну и возьмем еще подробности его отношения к вам. Но, мои дорогие, что тут сказать? Кто видит, тот видит. Вот он, этот прекраснейший рисунок. Вот, но я не буду делать спойлер, да, я к нему дойду потихонечку. Мужчина очень сложный. Мужчина с секретиком. У мужчины есть пунктики. И эти пунктики касаются именно его личности, его восприятия жизни. Этот человек всегда себя чувствует одиноким. Это человек, вот, одинокий волк. Видите, одиночка. И везде, видите, он один. Здесь один, здесь один, здесь он один. Возможно, с детства у него такое ощущение от жизни, что он одинокий, что никто рядом с ним не находится, ему не помогает, либо в принципе он ни на кого рассчитывать не может. Этот человек познал все. Вот именно про одиночество, про какую-то одинокую жизнь он познал практически все. И это все его очень закалило, наверное, может быть, даже немножечко огрубило. Человек, он добрый, человек, он отзывчивый, но человек сомневающийся. Ему очень сложно доверять, ему очень сложно раскрываться. Знаете, вот если посмотреть на него, это цветок, бутон, либо цветок, да, который цветет, ну, я не знаю, раз в год и всего лишь один день. А человека понять, какой он настоящий, крайне тяжело. Крайне тяжело понять, о чем думает, что ощущает. Вот у него бывает такое состояние, когда его взгляд абсолютно ничего не выражает. Что он имеет к вам? Как он вас ощущает? Вас он ощущает вот своей любимочкой, своей половиночкой, своей самой-самой желанной, обожаемой, восхищается вами. Этот человек в вас купается. Он купается в вашей энергетике, он в вас растворяется. Ему с вами очень хорошо. Но, скорее всего, он вам этого не показывает. Либо если и показывает, то как-то, знаете, вот, ну, кусочками, украдкой. То есть у этого человека по отношению к вам есть страх. Страх влюбиться. Страх пропасть в этих отношениях, страх довериться и, например, быть обманутым. Это не вас причина, а причина, вот я уже говорила, да, в нем, в его восприятии жизни, в его в этом одиночестве, в котором он постоянно находится и вырос, может быть, да, созрел в этом одиночестве. Он понимает, что это неправильно, он понимает, что нужно что-то с этим делать, что нельзя всегда быть под подозрением, да, либо кого-то держать под подозрением. Очень сложно сомневаться в том, кого любишь, а вас он действительно любит. Вот он, может быть, не до конца еще принял эту информацию, но то, что вы ему очень дороги, то, что вы в его сердце, это точно. У него сейчас, знаете, какой-то момент отторжения, что ли, да, сердце кричит. Душа требует вас, общения с вами, близкого общения, проводить время вместе, смотреть друг другу в глаза. Вот это требуется. Но он от этого бежит, он от этого закрывается. Ему очень сложно довериться, ему очень сложно открыться. Знаете, вот он думает, что вот я сейчас откроюсь, а она мне, извините, туда плюнет, в душу, в сердце. Что же я буду делать? Это не потому, что именно вас он в чем-то подозревает, а потому что жизнь его этому научила. Это вот тот инстинкт самосохранения, может быть, он немножечко какой-то деформированный, может быть, он из-за токсичных его отношений в прошлом такой сформировался. У этого человека есть прошлое, и прошлое достаточно
катастрофичная. Смотрите, либо у него была жена, была семья, которые с ним достаточно жестко обошлись, там обвинили его во всех грехах, открестились от него, отплевались, и человек просто вынес огромную чашу грязи и, извините, говна, да, на него вылили. Он все это проглотил, он всем этим смирился, он все это принял. Да, он выстоял, он оловянный солдатик, но душа просто вот, погибла в этот момент. Настолько он хорошо относился к той женщине, настолько он растворялся в семье, настолько он был настроен на позитивный лад, что он просто, произошла катастрофа. Ну что тут скажешь? Я даже не хочу вот туда копать, это очень больно. Я чувствую его боль, я не хочу. Честно вот говорю, я не хочу туда окунаться, потому что там, конечно, смердит очень сильно. Человек это все пережил. Он мог это пережить как в раннем возрасте, да, например, какая-то первая его любовь, так и уже более-менее в оптимальном возрасте, там, будучи в браке с женщиной, которая, возможно, была не в себе, возможно, у нее какие-то проблемы были. Но то, что человека очень сильно через мясорубку перекрутила, да, вот прям засосала в этот водоворот, это я вижу. То, что он выжил, просто чудо. Знаете, возможно, когда-нибудь вы узнаете о том, что он хотел совершить суицид. Да, настолько ему было плохо, настолько он был потерян. Либо он какое-то время вообще находился в прострации, да, то есть мог даже, может быть, душевно болеть. То есть это все он пережил, он выстоял, либо через какой-то запой прошел, через какую-то отказ, преодоление, может быть, и болел, может быть, и дома просто сидел в потолок, плевал. То есть все это у него было. Его побило, вот честно, вот его прям жаль, побило его. Но он выжил, он отряхнулся, да, он идет вперед, но тяжесть, она все еще осталась. Вот та нехорошая женщина, она перебила у него вкус к любви. Долго он вообще думал, что никогда больше не полюбит, что не то чтобы никогда, вообще никогда не полюбит никого, никогда никому не откроется, пока не встретил вас. Встретил вас и поплыл. Потому что вы его половиночка, вы его любовь. Смотрите, какая прекрасная картинка. Вы его девочка. С вами очень хорошо. Но вот эта летучая мышь, видите, вот она здесь сидит такая, да, она его беспокоит. И опять же таки, здесь у нас Луна, и здесь у нас Луна, и здесь у нас Луна. То есть все эти луны, они ему очень сильно мешают. Они слишком сильно его сбивают с пути. То есть каждый раз, когда он пытается открыться, когда он пытается к вам подойти, вот эти вот моменты напоминания о прошлом всплывают в его памяти и говорят, а вдруг опять? Я же не переживу, я уже больше, я надломлена, я не смогу, я не восстановлюсь. Страх. Страх, который вот самосохранение, вот это его перебивает ему все. То есть человек обожженный, как хотите, его обожгли. Справится ли он с этой ситуацией? Я думаю, да. Я думаю, что вы его отогреете. Да, не произойдет это быстро. В один день нет, не произойдет. И даже, может, в один год не произойдет. Это будет происходить с годами. Когда он будет расслабляться, когда он будет понимать, что вам можно доверяться, что вы не обманете, что вы не предадите, что вы готовы с ним общаться, готовы договариваться. Мои милые, тут, конечно, нужно набраться терпения. Мужчина вас чувствует как свою половиночку, как родственную душу, как свою маленькую девочку, которую бы он хотел любить, защищать, быть с вами вместе, прожить с вами жизнь. Но вот эти призраки прошлого, они всегда рядом, они всегда у него за левым плечом стоят, и они всегда его отговаривают от того, чтобы он раскрывался перед вами. Знаете, возможно, вы замечали в этом человеке вот посыл, там, я не знаю, глаза добрые, светятся, желание что-то вам, например, сказать, либо как-то проявиться по-нежному, по-доброму к вам. И тут же вот как будто бы тень на него находит, и он меняется в лице, меняется его настроение моментально, да, и он такой вот, мне нужно идти, там, что-то нужно делать, я не могу сейчас с тобой быть, там, мне нужно туда-сюда, то есть что-то человек себе сразу придумывает какое-то дело. И вы понимаете, что это все придумано, что он поменялся в какую-то долю секунды, вы это уловили, но вы не понимаете, в чем причина. А я вам говорю, причина именно в этой ситуации, в его прошлом. Если вам интересно, покопайтесь, но не в нем копайтесь, а где-то вот с его друзьями, родственниками, да, вы найдете ответ, обязательно найдете. Может быть, вам покажется, что это банальность, но я вам скажу, этот мужчина очень чувствительный. Для него каждая
банальность, это как абсолют происходит. Мне очень жаль, что он это пережил, и вы его будете, когда вы узнаете, когда вы поймете, вам тоже его будет жаль. Будет момент, когда ему будет сниться, например, дурной сон, и вы будете рядом. И настолько он будет вам казаться ребенком, настолько он будет казаться такой маленькой беззащитной лялечкой, что вы просто, я не знаю, там над ним поплачете и скажете: все, мой милый, буду защищать тебя от всего мира, никогда тебя не оставлю. Я вижу, что у вас в будущем будут очень проникновенные отношения, такие, знаете, прям, ну вот про них говорят, душа в душу. Но опять же таки, это будет моментами. Мужчина будет закрываться. Если мужчина открывается, вы к нему. Он закрывается, а вы тоже обезоружены. Вы не понимаете, что делать вам и почему это произошло. Мои дорогие, что я хочу сказать? Будьте сама собой, наберитесь терпения, и вот этот одинокий волк, он станет вам самым близким, самым лучшим другом. Да? Вот это чудовище превратится в прекрасного принца. Ну, чудовище, я так, знаете, утрированно, конечно, говорю. Но то, что вы его отогреете, то, что вы его спасете, залечите, это я вижу. Благодаря вам его жизнь поменяется. Вы же не просто так в его жизнь попали. Вы понимаете, что вы ему идете как награда. Вы ему награда за то, что он пережил, за то, что он испытал. Человек абсолютно разочарованный в женщинах. Абсолютно. И тут на тебе, богиня, принцессочка, которая его, которая для него, которая его вытягивает, да, вытаскивает из этого всего кромешного ада и зла. Мои дорогие, тут изменения будут кардинальные. Да, они не будут какими-то скоростными, либо там в один момент, но они будут очень эффективные, и они будут и для вас, и для него. Потому что, как ни крути, я вижу, что человек имеет к вам все. И чувство, и эмоцию, и посыл, и надежду на вас. Понимаете, все он к вам тянется. Но вот прошлое не дает, прошлое пока не пускает. Пока он, видите, вот сидит в своем вот этом закрытом положении и дурака валяет, извините, да. Да, вы скажете, тратится время, тратятся мои годы, но, милые, ну так просто не бывает. Вы по себе тоже ведь знаете, да, как тяжело принимать какие-то нехорошие моменты и как тяжело прощать и отпускать. Главное, вот этот рисунок, он главный, да, это любовь. Вот она чаша любви, вот она вы, вот он. Вы друг к другу тянетесь. Ваши отношения, они еще выстрелят. Вот поверьте, пройдет время, вы, может, будете вспоминать мое гадание, говорит, вот Оля когда-то была права. То есть вот то, что она сказала, вот сейчас мы и переживаем. Милые, терпения, выдержки. И знайте, что все будет хорошо. На этом мое гадание «Цыпочка» закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.